Вы смотрите «Парламентский вестник», в студии Туяра Харитонова. Здравствуйте. Завоз грузов в арктические и северные районы республики на неделе обсудили в якутском парламенте. Правительственный час был посвящен вопросам обеспечения бесперебойного функционирования организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Вице-спикер парламента Якутии Виктор Губарев призвал стремиться к прежним объемам, указав на необходимость строительства инфраструктуры, совершенствования механизмов и схем арктических перевозок. Председатель ответственного госкомитета республики Дмитрий Лепчиков рассказал об итогах завоза грузов в навигацию по рекам Лена, Вилюй, Амга, а также по арктическим рекам Анабар, Яна, Индигирка, Колыма и по морю Лаптевых. Навигация прошла удовлетворительно. Между тем, в установленные сроки груз доставлен автотранспортом. Народные депутаты выразили обеспокоенность вопросами финансирования северного завоза, регулирования тарифов, субсидирования процентов от кредитных займов, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и финансирования мер по их ликвидации, перечня и хранения особо опасных грузов, возимых в арктические и северные районы. Отдельного рассмотрения требует вопрос о возможном росте тарифов на топливные ресурсы. Это может произойти при замещении завоза каменного угля с разрезов Джибарики-Хая и Зырянка на местные месторождения на бассейнах рек Лена, Индигирка и Яна, что сократит массовый завоз грузов по этим рекам и лишит республику федерального финансирования на содержание баровых участков. Напомним, сегодня завоз каменного угля – это половина всего объема завоза в Арктику. Между тем, в этом году изменен подход по перевозке социально значимых продовольственных товаров и сельхозпродукции. Разработана и утверждена дорожная карта по объединению предприятий Туймада Агроснаб и Якутопторг, которые будут заниматься всеми вопросами завоза в северные и арктические районы. Сегодня в перечень жизнеобеспечивающих грузов входят уголь, нефть, газоконденсат, нефтепродукты, продовольствие, стройматериалы, продукция производственно-технического назначения и сельскохозяйственная. В будущем будет рассмотрена возможность включения лекарственных средств в этот перечень. Цена северного завоза в этом году составила 35 миллиардов рублей, 21 миллиард из которых расходы на навигацию. Оставшиеся 14 выделены на обустройство автозимников и перевозки по ним, а также на круглогодичный завоз. По итогам правительственного часа рабочая группа рассмотрит региональный законопроект об особом режиме завоза товаров в населенные пункты республики для обеспечения жизнедеятельности населения в первом квартале будущего года. На следующей неделе в Илтумыне состоится 12-е очередное пленарное заседание, в рамках которого народные депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о госбюджете республики. Чтобы более подробно узнать, какая работа ведется, мы сегодня пригласили в нашу студию председателя профильного комитета Юрия Николаева. Юрий Михайлович, добрый день. Добрый день. Мы знаем, что впервые парламент Якутии принимает участие в разработке госбюджета на нулевом цикле. Какая работа ведется в этой связи и на что было обращено внимание парламента? Будем рассматривать почти 500 поправок. Это очень большая работа. Для этого созданы, как в том году, в этом году созданы согласительные комиссии рабочие по 5 направлениям, которые сегодня уже закончили свои работы. Каждая комиссия отработала, провела заседание по разу. Практически все поправки, внесенные народным депутатам, рассмотрены на согласительной комиссии. И по срокам внесения правительственных поправок, наверное, 4 согласительных комиссиях рассмотрели и правительственные поправки. Доходная часть, особенно это касается дотаций на выравнивание, уже второй год правительство Российской Федерации вносит в регионы в два раза. Отправляет, направляет, принимать решение направить сначала 70% дотаций, и потом 30% дораспределяет. В первом чтении у нас попадает по срокам рассмотрения только первая часть. Это 35 миллиардов рублей при 46 миллиардах, которые было в конце 2019 года. Поэтому у людей создалось мнение, что в этом году ровно на эту сумму, это порядка 15 миллиардов абсолютно не хватает никуда. В том числе, всегда говорю, это сельское хозяйство. Депутаты приняли решение сократить направление сельского хозяйства на 3,5 миллиарда рублей. Хотя мы оговаривали, что доходы именно по выравниванию будут. И ко второму чтению, как и в том году, так и в этом году, мы получили порядка
18 миллиардов 376 миллиардов рублей. Это в основном вот как раз дотация на выравнивание, ну и другие бюджетные средства, которые получили, ну, к этому времени правительство приняло решение. Вот общая сумма дополнительных доходов получилась 18 миллиардов 376 миллионов рублей. А что касается инвестиционной программы, какие поправки? В этом году мы начинаем с 11 миллиардов рублей. Это практически итоговая сумма 2019 года. На государственные бюджеты вот, предусмотрены инвестиционные программы. Да? Поэтому сегодня тоже говорить о том, что инвестиционная программа уменьшилась, ну, сложно сказать, да, мы уже 24 миллиарда рублей, в целом с учетом федеральных денег, такая сумма у нас уже предусмотрена. Плюс 500 миллионов рублей сегодня правительство внесло вот из тех средств, которые дополнительно поступили, да, в доходной части. Как бюджет был социальное направление, основная сумма все-таки идет на социальные нужды. К сожалению, по крупному у нас остаются незакрытыми два крупных направления. Это субсидии объектов организации коммунального хозяйства, да, 7 миллиардов рублей, ну, почти 7 миллиардов, да, это очень большая сумма, которая... И также второе направление – это госстандарт образования. Это как раз поправки рассматриваем. Мы не можем какое-то одно направление полностью как бы, деньгами обеспечить, а какие направления вообще оставить. Поэтому принимает, естественно, консолидированные, комплексные как бы, решения, расставлением определенных приоритетов. Это, конечно же, дети-сироты, это многодетные семьи, это социальное направление. Ну, в первую очередь, это заработная плата. Да? Вот из 18 миллиардов рублей правительство, например, предлагает порядка 7 миллиардов рублей оставить на повышение заработной платы по майским указам президента Российской Федерации. Ну, это абсолютно первоочередное. Да? 2,5 миллиарда, как раз вот то, о чем говорил, это госстандарт образования. Там, да. Всего лишь 1,5 миллиарда вот осталось на субсидии по коммунальным организациям коммунального хозяйства, комплекса. Да. А нам еще 7 миллиардов еще искать надо. Вот с этой точки зрения, конечно, работа довольно-таки сложная, как бы определить приоритеты и из тех денег, которых не хватает, как бы постараться все-таки сохранить социальную сторону бюджета. Ну, пока, я думаю, это сохранено. Плюс, ну, естественно, сельское хозяйство нельзя забывать. Там, да, вот говорили, всего 7 миллиардов, там 7,5 миллиардов осталось, там не хватает 3,5 миллиардов рублей. В этот раз вот, из 18 миллиардов рублей 2,7 миллиарда рублей как раз определено на сельское хозяйство. Это в основном касается субсидий на молоко. Каковы основные параметры госбюджета на будущие 3 года? В будущие 3 года вот добавилось 18 миллиардов рублей после первого чтения. Это получилось у нас доходная часть 207 миллиардов 700 миллионов рублей. Минус 988 – это наш дефицит, ну, вот получается сколько, 206 миллиардов рублей с копейками – это расходная часть. Ну, по 2021-2022 году там больших изменений нет вот, в связи с этим. Да, как мы принимали порядка вот 170 миллиардов рублей, 178 миллиардов рублей доходная часть 2021-2022 годов, так он и в принципе остался. Дефицит сам не поменялись. Поменялись в основном параметры бюджета вот именно касаемо 2020 года. Спасибо, Юрий Михайлович, за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Вопросы медицинской реабилитации и социализации детей, перенесших онкологические заболевания в Республике Саха-Якутия, рассмотрены в рамках круглого стола в парламенте. Ежегодно в Якутии онкологические заболевания впервые появляются в среднем у 30 детей. В настоящее время на диспансерном учете состоят 217 детей. Половине из них в этом году проведена специфическая терапия. Республиканская больница номер 1, Национальный центр медицины, имеет 41 стационарное отделение. Лечение одного онкологического больного в стационаре составляет от 200 тысяч рублей до 2,5 миллионов.
Сегодня родительская организация объединяет около 300 детей, дети которых победили болезнь, живут, учатся, поступают в учебные заведения. Усовершенствованию диагностики и лечения, реабилитации детей со злокачественными новообразованиями необходимо уделить особое внимание. Существует проблема организации логистики, доставки и оплаты гистологического материала в федеральные центры, проблема реабилитации и социализации детей с онкогематологическими заболеваниями после ремиссии и в обеспечении лекарствами. В этой связи вице-спикер Илтумена Антонина Григорьева поручила Минобрнауки и Минтруду и выработать предложения по развитию системы медицинской реабилитации отдельных образовательных программ. В свою очередь, глава профильного комитета Алена Атласова добавила, что будет проведена работа по разработке республиканской программы, куда войдут лечение, лекарственное обеспечение, обучение детей, стажировка узких специалистов, реабилитация и другое. Все предложения будут включены в рекомендации круглого стола и держаться на особом контроле. Председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев принял участие в торжественном собрании общественности, приуроченном к столетию со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, участника Великой Отечественной войны Тимофея Сметанина. Тимофей Сметанин оставил нетленные в веках произведения. Он создавал оригинальные детские сказки, забавные истории с персонажами зверей и птиц, и тем самым обогатил якутскую литературу новыми художественно-изобразительными средствами. Он раскрыл психологию и характер детей сурового края, их пытливый ум и тягу ко всему новому. Это служит добрым примером для молодого поколения. С докладом о жизни и творчестве Тимофея Сметанина выступил глава Кобяйского улуса Иван Левин. С приветствием к собравшимся обратился председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев. Он воплотил в себе многие качества, которые позволяют нам, якутянам, считать себя счастливыми из-за того, что есть в нашем народе люди, способные создать образ, который не только живет в поколениях, но ежедневно создает нам возможность пытаться быть лучше, честнее, отважнее, через детские персонажи, через его боевых друзей, через любовь героев его произведений переданы нам. За многолетний добросовестный труд, вклад в исследование, изучение творческого наследия и увековечение памяти поэта-фронтовика Тимофея Сметанина благодарственным письмом председателя Госсобрания Илтумен награждены методист Центра развития творчества и досуга муниципального образования Кобяйский улус Роза Иванова, народный депутат Якутии Михаил Эверстов. Все главные новости и материалы о деятельности парламента Якутии более подробно смотрите на сайте iltumen.ru. Вы смотрели «Парламентский вестник». Всего доброго!